Здравствуйте, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан, в студии Светлана Кадырова. Добрый вечер всем нашим телезрителям. Это экспертная площадка, где мы в ежедневном формате обсуждаем все вопросы, связанные с коронавирусом. Тема сегодня – ковид, лечение. И с чего мы начнем? С того, что ковид – это сплошной спецэффект, так говорят нам наши знакомые врачи. И чем дальше в лес, тем больше дров он может наломать. Со временем ковид уже, увы, не становится гуманнее, он видоизменяется, но вот методы лечения не особо. Насколько мы вообще сейчас вооружены против вируса, как нам убить вирус, но при этом не убить себя, об этом сегодня разговариваем с нашими экспертами. С удовольствием представляю нашу замечательную женскую компанию. Так уж получилось сегодня. Гульнара Фатовна Леонова, заведующая инфекционным отделением Временного инфекционного госпиталя РКБ. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейсан Ринатовна Фаткулина, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники номер 7 города Казани. Рада вас видеть. Добрый день. Ирина Венедиктовна Николаева, заведующая кафедрой инфекционной болезни Казанского государственного медицинского университета. Здравствуйте. Добрый вечер. И я с трудом, конечно, узнала, что все-таки это заведующее отделением, но вот такая замечательная, вроде бы еще юная девушка Эльмира Асиятовна Гилязова, заведующая отделением терапии больницы номер 16 города Казани. В красной зоне она работает с первого дня открытия госпиталя, насколько я понимаю, с мая 2020-го, да? Все верно? Сегодня у нас еще будет одно интервью, но в записи это будет мужчина, замечательный наш Александр Визель, но об этом чуть позже. Пока же предупрежу телезрителей, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554 56 10, код Казани 843. Можно звонить и задавать свои вопросы нашим экспертам. Прямо сейчас в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Ну и так, для начала, давайте объясним вообще, как проходит лечение. У врачей есть определенные дни, когда они говорят, что наступает практически точка невозврата. Раньше это был 7-й день болезни, когда вирус выходит из пораженных клеток. Да? Вот тут при резком ухудшении, что называется, в ход идет вся артиллерия. Вот что это? Антикоагулянты, противовирусные, гормоны. Насколько они эффективны сейчас? Что мы можем сегодня говорить о лечении? Ну вот само заболевание, эта инфекция, как и другие инфекции, имеет цикличность. Она имеет стадии определенные. И стадия первая, допустим, это у нас виромии, то есть размножение вируса. В этот период назначаются определенные препараты. То есть какие-то препараты можно, какие-то нельзя. Например, вот глюкокортикостероиды, то есть гормоны, их назначать вообще нежелательно. Нельзя даже, я бы сказала. Хорошо идет противовирусные препараты. Это до 7 дней. Первая стадия до 7 дней длится. Вторая стадия это уже разгар заболевания, когда уже здесь появляются все воздействия вируса, что воздействует вирус на организм. То есть появляются патологические такие уже воздействия, механизмы. И вот в этот период уже назначаются патогенетические такие препараты, как глюкокортикостероиды, то есть гормоны. Антикоагулянты могут уже назначаться в первую стадию. То есть у каждой стадии имеет место свои препараты. Поэтому самим больным, самим пациентам нельзя назначать себе лечение, то есть самолечение здесь недопустимо. Только врач может определить стадию заболевания, потому что заболевание обычно начинается исподволь, и сроки заболевания подчас больной даже не может сказать. И врач определяет тяжесть заболевания, предикторы угрозы развития тяжелого течения, смотрит на возраст, на вес, на какие-то хронические очаги, сопутствующие заболевания. От этого зависит вся тактика лечения. Поэтому необходимо при первых признаках заболевания необходимо осмотр врача. Вот, раньше говорили, что на 7-й день болезни, но я понимаю, что дельта сейчас, да, индийский штамм, он циркулирует и прогрессирует гораздо быстрее, активнее, учитывая, что и поражает другие категории возрастные. Там есть какие-то точки такие, вот 5-й день, 7-й день, когда может произойти что-то? Вот, Ирина Николаевна. Ну, вы знаете, я сначала бы хотела сказать о том, что вообще лечение больных коронавирусной инфекцией зависит от тяжести самого заболевания. И для легкой, средней, тяжелой формы спектр препаратов, которые применяются, он очень сильно отличается. Но действительно, заболевание протекает несколько стадий, и обычно первая неделя, а сейчас этот период может быть покороче, где-то до 5-го дня, мы уже на 5-й день видим ухудшение состояния у больных. Возможность, это особенность вот этого нового дельта-вируса, который появился. Действительно, ухудшение уже может развиться и на более ранних сроках. Но я бы хотела сказать о том, что, в общем-то, большинство случаев коронавирусной инфекции протекают не тяжело. Понимаете? И у многих они просто остаются недиагностируемыми в случае коронавирусной инфекции, и пациенты вообще выздоравливают сами. И есть вообще даже бессимптомные формы, которые
обнаруживаются потом только по обнаружению антител там у пациента. И те препараты, которые применяются для коронавирусной инфекции, они делятся на несколько групп. Это противовирусная терапия, которая, как правило, должна применяться в течение первой недели заболевания. Симптоматическая терапия, как при обычных острых респираторных вирусных инфекциях, это жаропонижающие препараты, это сосудосуживающие, это солевые растворы для промывания облегчение носа. симптомов, условно. Это домашние, да. Но, как правило, все-таки, если у пациента есть симптоматическая форма коронавирусной инфекции, ему рекомендуется еще и назначение антикоагулянтов, хотя бы противосвертывающих препаратов, хотя в профилактических дозах, потому что, в общем, конечно, тромботические осложнения, да, развитие тромбов, особенно у пациентов с группой риска, даже при легких формах возможны. Другие группы препаратов, таких очень серьезных, как гормональная терапия, как препараты антицитокиновые, как антиковидная плазма и так далее, это уже удел средне-тяжелых и тяжелых форм коронавирусной инфекции, развитие которых свидетельствует, как правило, ухудшение пациента к концу первой недели. Сейчас уже, я говорю, это может наступить несколько пораньше, там уже начиная где-то с 5-го дня, но средние сроки это всегда где-то 7-й, 10-й день. Это вот сроки ухудшения и развития так называемого цитокинового шторма, который является причиной развития тяжелых форм. Таких пациентов в общей популяции людей немного. Это не говорит о том, что у каждого заболевшего разовьется вот этот цитокиновый шторм. Это процент небольшой в общем, но потенциально какая-то вот такая возможность. Поэтому будут пациенты, которые сами выздоровеют. Даже без каких-то препаратов. Было бы замечательно. Но опять цитокиновый шторм, и мы к нему еще тоже вернемся. Да. Это ведь все равно судьба одного человека и семьи, Да. которая рядом. Конечно, И для каждого из них. конечно. То есть жизнь человека в этой ситуации бесценная, и Конечно. угроза существует все равно для каждого. В этой ситуации хотелось бы в поликлинику на какой день обращаться, Александра Ринатовна? Бывает по-разному. Проблема в том, что пациенты, как правило, чаще всего обращаются очень поздно, на 7-й, на 10-й день. То есть Когда вот стало плохо-плохо. Да, когда стало совсем плохо. И действительно там уже, как бы мы назначаем противовирусные препараты, да, мы выписываем, но эффект, есть ли он, тоже непонятно. И, естественно, пациент в дальнейшем состояние ухудшается, и мы вынуждены госпитализировать этого пациента. Но, как правило, это вот на 10-й, на 7-й дни То бывает. есть обращаются поздно, и потом, как правило, уже оказывается у нас и у Эльмиры Асиятовны, да? То есть, как правило, вот на каких сроках заражения примерно попадают уже к вам, вот бывает? В настоящее время от 7 до 10 дня заболевания. Самые поздние сроки поступления в стационар – это 14-й день. Это уже пациенты, как минимум, нуждающиеся в респираторной поддержке. Сейчас в настоящее время в госпитале большое количество больных, которые нуждаются в респираторной поддержке, соответственно, переносят тяжело ковид. И поэтому своевременное назначение препаратов, своевременное обращение за медицинской помощью имеет большое значение получается, в необходимости госпитализации, чтобы ее определить, чтобы ее отодвинуть, либо, наоборот, предотвратить даже эту госпитализацию, необходимо, соответственно, То есть, своевременное если вовремя обращение и обратиться, не лечение. заниматься вот этим самолечением, самоуспокоением, что меня простыл под кондиционером там, или изменилась погода, да, и вот я тут охладился немножко. Я все правильно понимаю? То есть чем раньше, тем меньше шансов оказаться там, у вас. Да. Все верно. Еще один момент хотела сказать. Вот если раньше, в прошлом году у нас было то, что молодые лица имеют легкое течение или бессимптомное, вот, да, как сказала Ирина Венедиктовна, то в настоящее время очень много пациентов, лиц молодого возраста имеют тяжелое течение и злокачественное. То есть сроки вот этой инфекции, сроки этих стадий, циклов, они укорачиваются. И на самом деле на 5-й день мы можем уже увидеть тяжелую пневмонию с выраженной дыхательной недостаточностью, с прогрессированием процесса, причем злокачественным прогрессированием процесса. Мы так называем злокачественная ковидная пневмония, злокачественная инфекция. Там, говорят, и за сутки, и за двое может произойти резкое изменение, ухудшение, да? Уже при Быстро госпитализации, очень, да, быстро, Минулин, по-моему, был у очень нас в за гостях, сутки, за говорил. двое может... Особенность дельта-штамма, Особенно омоложение случаев тяжелого течения ковида и даже летальных исходов. И это пациенты, у которых вообще нет никакого преморбидного фона. Они абсолютно здоровые, молодые люди. И они дают тяжелейшие формы ковида. И молодежь пусть не успокаивается, да, что они молодые, легко перенесут эту инфекцию. Ничего подобного. Они могут заболеть очень тяжело. Это к вопросу о вакцинации.
коварный все-таки этот штамм, но все-таки кто в большей степени борется с вирусом? Организм, то есть сам человек, его иммунитет или все-таки медицина? Вот есть такое понятие терапия отчаяния. Она вот, например, она тоже есть? Ну вот, как сказали выше, да, вот есть легкие течения, средне-тяжелые, которые могут выздороветь и дома. Но я вот вижу лично у себя выделение больных с тяжелым течением, средне-тяжелым и тяжелым, угрожаемым. Вот. Поэтому в данном случае, вот в первом случае, если легкое течение, возможно, они сами выздоравливают, и есть выздоровление. Вот со средне-тяжелым и тяжелым течением сами не выздоровеют. И поэтому они поступают поздно, они не знают, они не видят своих признаков. Они видят, понимают, что что-то не то. Но только врач может определить, что тяжесть по определенным показателям, по клинике, и тогда вот в данном случае обращаться надо к врачу и к стационар в первую очередь, конечно. Я так понимаю, что сейчас мы сам вирус-то как раз и не лечим, да? Лекарства от ковида как такового, от непосредственно ковида нет. Я правильно понимаю? Нет, у нас есть противовирусные препараты. Это фавипровир, который используется достаточно... Единственное условие, как бы, он должен, значит, все противовирусные препараты должны начинаться уже в первую неделю болезни, потому что это именно тот период, когда идет активная репликация вируса. На более поздних сроках они, как правило, становятся уже неэффективными. Есть еще один препарат, ремдисивир, но это препарат для стационарных больных. И тоже до 10-го дня Да. мы принимаем ремдисивир. И, конечно, легкие и средне-тяжелые формы выздоровления в основном это то, что иммунная система сама справилась. Хотя, конечно, ряду больных необходима поддержка, да, глюкокортикостероиды выходят и на гормонах. И артлегия – это уже такая небольшая, очень тяжелая группа больных, но, к сожалению, если они поступают на поздних сроках, даже эти препараты эффекта не дают. Хорошо, смотрите, а любая болезнь развивается по синусоиде. Вот просто говорят, что у ковида там особенно отличительно, что сегодня еще разговаривали с человеком по телефону, а завтра его уже фактически и нет. То есть вот, и многие задаются вопросом, куда смотрели врачи и так далее. Действительно, вот насколько вот эта стремительность сегодня? Есть такой момент, да. Вообще имеет заболевание, как я понимаю, волнообразное течение. Вот первая стадия, если начинаешь лечить на 7-8 день даже, улучшение, а потом опять ухудшение. И вот эти препараты, которые мы используем, антикоагулянты и гормоны, они могут уже быть неэффективные. Вот в данном случае мы подключаем уже другие биологические препараты, более сильные, которые действуют на иммунную систему, подавляя ее, и подавляют эту иммунную реакцию, которая приводит к тяжелому поражению легких. Но и эти препараты тоже могут не быть эффективными, особенно в последнее время. Мы это видим. Согласитесь с тем, что, в общем-то, что так стремительно и молниеносно порою, причем Да. и у молодых тоже? В настоящее время тенденция к такому идет, что те стандартные дозы глюкокортикостероидов, которые использовались в начале пандемии, они уже не работают. В настоящее время требуется так называемая пульс-терапия, лечебные дозы антикоагулянтов, которые, разумеется, откладывают отпечаток не только в легких, действуют как противовоспалительная терапия, но и откладывают отпечаток на остальные органы и системы. Повышение артериального давления, декомпенсация сахарного диабета или его возникновение, минералокортикоидные нарушения идут. Поэтому, соответственно, эти дозы гормонов сказываются в общем на организме и антикоагулянтов. По антицитокиновой терапии в настоящее время идет также увеличение объемов использования антицитокиновой терапии, так называемый в период цитокинового шторма, то есть процент больных, которые переносят этот цитокиновый шторм, очень большой, и они требуют введения этих препаратов. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Вот сейчас цитокиновый шторм.
Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Вот сейчас мы затронули тот самый цитокиновый шторм. Вот иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, вот очень популярные. Считаешь, надо подстегнуть иммунитет, и все пройдет, особенно на первых порах там, заболевания. Но вот цитокиновый шторм, вот по нашей информации, вот сейчас, может быть, вы опровергнете, бывает как раз у тех людей, у кого иммунитет высок. Так это или не так? Кто ответит? Ну, хорошо, я отвечу, да. Значит, развитие цитокинового шторма не говорит о том, что у пациента очень хороший иммунитет. Потому что развитие, ну, я в нескольких словах вообще объясню, что такое цитокиновый шторм. Да. То есть на внедрение любого возбудителя инфекции организм отвечает иммунной реакцией, в первую очередь, выбросом провоспалительных цитокинов. Вот у кого-то это нормальный выброс, а у кого-то это очень высокий выброс, и, собственно, вот эти провоспалительные цитокины, которые являются компонентом, в общем, нормальной иммунной системы, начинают оказывать патологическое действие и запускают и поражение легких, и поражение сосудов, и тогда вот развивается тяжелая форма ковида. Поэтому цитокиновый шторм – это не высокий иммунитет, это ненормальная, неадекватная реакция иммунной системы на инфекцию. Это индивидуальные особенности человека, Это индивидуальные особенности человека, но это может быть связано еще с очень высокой вирусной нагрузкой. Такое тоже может быть. Есть что добавить? Да, вот часто бывает у молодых, вот опять-таки повторяюсь, у молодых лиц, вот в последнее время вот это гипериммунный ответ, как мы говорим, который приводит к злокачественному течению заболеваний, к быстрому развитию тяжелых пневмоний с дыхательной недостаточностью. Именно вот и у пожилых, конечно, лиц бывает, и у молодых, но в последнее время я встречаю много у молодых. Вот Хорошо, такой спасибо. момент. Сейчас мы вот к самолечению. Я сейчас предлагаю послушать Александра Андреевича Визеля. Это у нас заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ и главный пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Вот он тоже о начале лечения, самолечении. Давайте посмотрим на экран. Это очень грустный вопрос, потому что мы видим, что много больше половины пациентов, которые попали в тяжелую ситуацию с ковидом, начали лечить себя сами, действительно. Пагубную роль играет такой массовый интернет. Я бы сразу сказал, что если человека интересует проблема ковида, да и любая профессиональная проблема, нужно выходить на профессиональный сайт. И существует сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации, на котором выложены клинические временные методические рекомендации по лечению ковида. Сейчас 11-я версия, готовится 12-я. И человек может спокойно открыть, чем амбулаторно лечить ковид. А лечить ковид нужно. Всего очень простая схема. Это интерферон альфа-1 бета в нос, спрей. И либо увифенавир, либо фабипиравир, либо ремдесивир. Ни одного торгового наименования, все наименования химические, все имеют свои торговые наименования в аптеках. К сожалению, люди начинают, как полагается при любой простуде, с парацетамола или других порошков парацетамол содержащих, то есть облегчают свое страдание. И очень большой процент самостоятельно начинает принимать антибиотики. Это просто беда какая-то, что они это делают, понимаете? В начальной стадии антибиотики бессмысленны, не с чем бороться. Второе, гормоны в начальной стадии бессмысленны. Они только заглушат иммунную реакцию, не дадут ответить своему иммунитету, облегчат состояние, а потом приведут к тому, что вирус победит человека. Он подытожил как раз то, о чем мы говорили, да, сейчас. Но все-таки люди занимаются самолечением, идут в аптеку. И, ну, честно говоря, даже по себе признаюсь, я это видела, как антибиотики можно приобрести в аптеке без рецепта. Почему не все вот аптеки соблюдают? Каким-то образом это контролируется или нет? Или как часто вы сталкиваетесь с теми, кто вот к вам пришел уже на 5-й, там, на 7-й день, но уже отличившись антибиотиками, навкалывал себе антикоагулянты и так далее, и так далее? Ну, антикоагулянты такого еще не было в практике, чтобы сам самостоятельно начинал пациент. Но, как правило, это антибиотики различные противовирусные. Это не орбидол и не фавипиравир. Это другие препараты, они начинают лечиться самостоятельно, этим самым искажая все лечение в дальнейшем и вообще иммунитет. К сожалению, есть такая проблема, которую, да, в аптеке действительно продают без рецепта, продают антибиотики. Это
действительно проблема. Насколько потом сложнее лечить-то человека, когда человек сам себя уже пролечил вот этим 5 или 7 дней курс антибиотиков, а ничего не помогает? Я вот хочу сказать, что мы проводили свой анализ. 75% пациентов, которые госпитализируются в стационар, получили на амбулаторном этапе антибиотики, причем не один антибиотик, а по 2 антибиотика. И совершенно верно, как говорит Александр Андреевич, это вирусная инфекция, и антибиотики не действуют на этот вирус. При этом они нарушают микрофлору. Микрофлора – это иммунитет. Кроме того, все это способствует развитию грибковых инфекций вторичных у этих пациентов. Более, да? Да. И развитию других осложнений, ну, типа кластридиозного колита, тяжелое поражение кишечника. Поэтому антибиотики, конечно, на ранних сроках нельзя, и тем более не должны применяться по поводу. Но самое страшное, когда пациент начинает самостоятельно применять гормоны на ранних стадиях до 7-го дня. Это очень серьезно, поскольку именно в это время идет формирование иммунитета против самого вируса, а гормоны, они подавляют эти иммунные реакции, и все это способствует тяжелому течению ковида, его пролонгированному течению и осложнениям. То есть человек помогает ковиду, Да. благодаря такому самолечению, развиваться успешно в его организме и, в общем-то, доводит сам себя до красных зон, до ковидных госпиталей. Да, но гормоны – это вообще серьезные препараты, их нельзя пить самостоятельно. Они тоже регламентированы по продаже, гормональные средства? Или все-таки... Нет, они, по-моему, без рецептов продаются, да. Но Мы просто видим- люди должны знать, что их нельзя самостоятельно Мы применять. видим очень много больных, которые доходят до реанимации, принимая на ранних сроках гормоны. Это просто недопустимо. Поэтому самолечение, причем некоторые и врачи у нас тоже говорят об этом, чтобы назначение на ранних сроках малых доз гормонов. То есть, когда сам человек сам себе назначает гормоны, идет, приобретает и так далее, в общем-то, можно с уверенностью сказать, что он скоро окажется вот Ну да. Да, на койке, в в стационаре. инфекционной больнице, в госпиталях, тяжелом в состоянии. ковидных госпиталях. Вот смотрите, многие, понятно, что мы сейчас говорим о том, что у нас единственный способ защиты, помимо лекарств, там, профилактики и так далее, это вакцинация. Вроде бы уже об этом мы говорим с марта месяца. Весь прошлый год вроде бы ждали, когда появится эта защита, вот она появилась, и вроде бы мы и ее не принимаем, очень много сомневающихся, темпы вакцинации снизились значительно. Вот давайте сравним побочный эффект, вот сейчас много говорят от вакцины, много побочных эффектов и так далее, и так далее. Можно сравнить побочные эффекты от вакцины, от любой, неважно, там, наверное, примерно средний там свой уровень есть, и от лекарств, которые используются вот в красных зонах? Ну, вот прям тут какая-то статистика должна быть. Ну, я скажу, мы все вакцинированы, все наши коллеги вакцинированы, и те побочные реакции, которые указаны, ну, возможны. Это легкие гриппоподобные какие-то состояния, небольшая температура, ломоть, миалгия. Это не осложнение. Это говорит о том, что вакцина работает, что вырабатывается иммунитет. Это не осложнение. Каких-то серьезных осложнений нет. Есть противопоказания, в основном они касаются возможных аллергических реакций у пациентов, у которых раньше был отек венки и так далее. Да, это ограничение для вакцины. А в общем, даже для пациентов с отягощенным преморбидным фоном вакцины, которые имеются у нас, они не опасны совершенно. И, конечно, поскольку мы не видим этих побочных реакций, вот я к коллегам обращусь, мы не видим побочных реакций. В первую очередь не от спутника, самой такой нашей ведущей, да, это вакцины. Ну, тем более не от спутника Лайт, а о других вакцинах вообще разговора нет. Но то, что получают пациенты в лечении тяжелых форм, те огромные дозы гормонов, которые мы вынуждены принимать, да, и даже, собственно, эти антицитокиновые препараты, которые позиционируются как спасение, на самом деле это все препараты, которые жестко воздействуют на иммунную систему, а гормоны вызывают, кроме того, действительно дебют или ухудшение по сахарному диабету, собственно, способствуют даже тромботическим осложнениям, вот эти высокие дозы гормонов. И, конечно, последствия применения этих гормонов еще до конца даже не изучены, вот этих доз, Ну, тут которые- по вакцинам не доказано. А тут, Да. в общем-то, понятно, к чему Да. ведут гормоны, а их дозировки высокие и так Да, далее, и но так мы далее. вынуждены применять, чтобы спасти больного. Как вот в этой ситуации, давайте вот коротко под итог программы, и стоимость лечения может доходить до 400 тысяч рублей в стационаре, да, у да. нас есть информация такая. Вот как в этой ситуации объяснить людям, что вот у тебя здесь как раз здесь вакцинация, и, в общем-то, есть шансы на какие-то аллергические реакции, да, и есть ковид с его, возможно, тяжелыми последствиями, с цитокиновым штормом, с тяжелейшей гормональной
нагрузкой и непонятными перспективами. Что делать сейчас, чтобы вот не попадать и не лечиться, и не оказываться вот В свою здесь? очередь, хочу сказать, так как мы предклиническое первое звено, как бы мы первые на передовых стоим, хочу сказать, что вакцинироваться надо всем. Единственное, могу отметить то, что, да, действительно, никаких осложнений не зафиксировано нигде в последний год, который мы вакцинируем пациентов, но есть аллергические реакции. И перед тем, как вакцинировать пациента, мы обязательно проводим консультацию врача-терапевта. И врач-терапевт оценивает, есть ли необходимость, есть ли обострение заболевания, каких-то основных заболеваний, если у него есть, то тогда, если он находится сейчас в обострении, то, конечно же, мы даем время... И ждем ремиссии. Да, ждем ремиссии. Я хочу сказать, чтобы не бояться пациентам, надо делать, вакцинироваться обязательно. Это в первую очередь. И второе, это вызывать на 2-3 сутки, как только вы отмечаете температуру или первые признаки ОРВИ, то обязательно надо вызвать врача-терапевта на дом. Хорошо, у нас буквально 40 секунд. Вакцинация и ковид, что страшнее? Разумеется, ковид, потому что последствия вакцинации – это максимум вы 1 день чувствуете себя плохо с повышением температуры, с ломотой тела. Последствия ковида – это как минимум астения, которая с вами останется надолго, так называемая слабость, которую чувствуют пациенты поголовно после выписки из стационара. Это последствия лечения, терапии ковида. Это иногда и одышка. Смерть И больного – это смерть. самое И страшное. неопределенные прогнозы, да? Я скажу. Коротко так, пожалуйста. Если мы не будем вакцинироваться, ковид с нами останется очень надолго. И мы можем потерять... Мы будем многих терять близких. новых и новых людей, мы Новых будем людей. тратить огромные деньги на лечение этих пациентов и будем получать таких пациентов в очень плохом состоянии здоровья уже после перенесенного Хорошо, ковида. благодарю наших экспертов. Спасибо. Это была программа со 100% коллективным иммунитетом. Всего доброго. Вакцинируйтесь.